На каком языке можно еще проявить материнскую любовь, если не на своем родном? Ингушская речь словно колыбельная для ребенка, считает Асия Курскиева. Девочка учится в 7 классе, но для себя уже твердо решила, что хочет связать свою жизнь с лингвистикой. А без знания родной речи невозможно и изучение других языков. Я очень люблю свой родной язык. Хорошо, что он у меня есть. Без моего языка я бы не состояла. Язык. Я была очень рада, когда меня позвали на это мероприятие, сказали поучаствовать. Искусно говорить на родном языке – вот основная цель сегодняшнего мероприятия. Учениками 8 Б средней школы номер 16 города Малгобек было подготовлено мероприятие, где ребятами было проявлены хорошие знания ингушского языка. Оно называется «Галгаметта Хуаргаленаш Тухкаш». То есть это урок о том, как развивался ингушский язык с 19 века, то есть это начиная с арабского и заканчивая нашим алфавитом. Учителя уверены, что подобные мероприятия необходимо проводить не только раз в году. Ребятам нужно ежедневно напоминать о традициях и обычаях и о влиянии на них родного языка. Они являются основами культурного составляющего любого народа. Школьники читали стихи известных ингушских поэтов, в свое время приложивших немало усилий для развития ингушского языка. Как говорится, нет языка – нет истории, а раз нет истории, значит и нет самого народа. Именно эту мысль и пытаются донести учителя до своих воспитанников. Мы охватили весь материал, то есть это наши тамадыш, туркыш, которые так хорошо работали над этим языком. И показали все это на арабской графике. То есть потом дальше эту работу продолжил Висенгирей Джабагиев, его брат Магомед Джабагиев. Хотела показать нашим учащимся, что на латинской графике первый аббат издал Мурсал Цакиев. Вместо обыденного урока за партой здесь решили прибегнуть к учебно-театральной форме. Чтобы привлечь детей и объяснить им важность сохранения ингушского языка, нужно было не просто выучить свои слова, а прочувствовать их. Впрочем, школьники такому изучению рады, ведь оно не только полезно, но и приятно. Главное, каждый понял личную ответственность за сохранность родного слова. Несмотря на то, что в мире есть еще многие языки, русский, английский, для нас наш язык самый главный, самый важный, потому что это наш родной язык, язык нашей матери, наших предков. На уроке родного языка ребята вспоминают не только классиков ингушской литературы, но и тех, кто был у истоков становления письменности. Особое внимание уделили и графике родного языка, от латинской до русской, наряду с такими именами, как Заурбек Мальсагов, Магомед Цакиев и имя автора первого аббата на русской графике – Зарахмета Тимиева. Кстати, в числе приглашенных гостей был и его внук, который рассказал историю жизни удивительного человека. Декада ингушского языка и литературы проводится ежегодно с 15 по 26 февраля. До окончания еще 5 дней. И у каждого есть возможность провести мероприятие, посвященное его развитию и сохранению. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.